И сегодня у нас с вами на обзоре новость, которая сейчас разлетается по соцсетям. В Сухуме местный житель, 36-летний Ахрак Виквискири, избил российскую туристку из Черкесска. Значит, ребят, в своем повествовании я хотел бы разобрать с вами два вопроса основных, которые меня волнуют. Первый, это как рецидивист, обвиненный в похищении людей, хранении оружия, серьезные статьи, находящийся под домашним арестом, в 2 часа ночи оказался возле ресторана. Это первый вопрос. И второй вопрос, это реакция местных жителей Абхазии на данную ситуацию, которая сейчас в социальных сетях разгоняют тренд по типу «наш соотечественник невиновен, давайте его отпустим», и вообще он замечательный человек и никогда никого не обидит, да. Однако российская туристка после общения с данным гражданином оказалась в больнице, да, с рваными ранами лица, сотрясение мозга, гематомы по всему телу. Пока она лежала в больнице, к ней приходили какие-то местные граждане, требовали, не просили, а требовали от нее забрать заявление из полиции и срочно покинуть территорию Абхазии. Вот такая вот ситуация. Давайте эту ситуацию с вами разберем. И начнем мы с личности данного гражданина. Ахрак Виквискири это рецидивист, находящийся под домашним арестом по обвинению в похищении людей, хранении оружия, нанесении тяжких телесных повреждений. И 2 августа в 2 часа ночи он решил прогуляться. Чтоб как? Настроение-то надо себе поднять. Скорее всего, он был в состоянии алкогольного опьянения, потому что, извини меня, ни один нормальный, вменяемый, адекватный человек, даже когда женщина тебе грубит, не станет ее избивать с особой жестокостью, с рваными ранами на лице. Решил прогуляться, да, в 2 часа ночи он оказался возле ресторана «Немо», где отдыхала 37-летняя туристка из Карачаево-Черкесии, из города Черкесска. Я так понимаю, что он к ней подкатил, я так понимаю, что не раз, да, начал цепляться. Слышь, девочка, попка, персик, давай познакомимся, туда-сюда. Она его, скорее всего, один раз культурно отшила, потом тоже, видно, под шофе. У бабы винты срывает под шофе прям под раз-два, понимаете? Я даже представляю, какие фразы примерно она ему говорить начала, понимаете? Но это не дает никакого права мужику избивать туристку, гостью Республики Абхазия. Я так считаю. Никакого морального и физического права тебе не дано бить женщину, да? Но данный гражданин решил по-другому. Избил ее, после чего, местные жители начали за него вступаться массово, требуя отпустить его из-под стражи. Я так думаю, что здесь не обошлось без влияния каких-то местных кланов, диаспор, чего-то еще, каких-то местных полупреступных образований, которые вмешались в это дело. Еще раз напомню, приходили к ней в больницу, угрожали, требовали. Вообще, я не понимаю, а куда у нас вообще российское Министерство иностранных дел смотрит? Как так? Российских туристов уже и в Хинкали ссут, и что только не делают, понимаете? А они все равно едут отдыхать в Абхазию. Мало того, могу вам сказать, что я про Абхазию уже записывал ролик по поводу пенитенциарной системы Республики Абхазия и вообще ситуации у них в МВД. Да? Причем со слов самих силовиков Абхазии. И там тоже не все, не белая гавань с лебедями, нифига. Так мне, понимаете, волну хейта тоже надавали, что что ты гонишь в Абхазии все прям замечательно и великолепно, и природа замечательная, мы ездим туда уже 20 лет. Ребят, да я не против. Я не против, когда семейные российские туристы едут к каким-то знакомым, у которых живут уже не первый десяток лет или не покидают территорию отеля. Но если в 2 часа ночи в ресторан идет какая-то девушка, 37-летняя, отдыхать, и к ней какой-то местный гражданин начинает докапываться, понимаете, это ненормальная ситуация. Да, конечно, глава МВД республики выступил с официальным заявлением, что мы решим ситуацию, что
туристы, там для нас это один из основных источников дохода, мы там увеличим количество патрулей и все остальное прочее. Ребят, я, конечно, все понимаю, но, во-первых, есть такая русская народная поговорка: пока гром не грянет, поп не перекрестится. Так вот, уже не раз гремел гром и била молния, когда насиловали российскую туристку в 2019 году, когда огромное количество жалоб было, когда буквально этим летом драка была, когда докопались до мужчины, который в шортах вышел в магазин, там ему тоже щи расколотили. То есть, понимаете, эти ситуации возникают ежедневно, на ежедневной основе. Мало того, напомню, что туризм – это одна из основных, причем российский туризм, это одна из основных статей дохода местного бюджета.